Сәлеметсізбе каналының құрметті жазушылар мен пайдаланушылар. Здравствуйте, уважаемые подписчики и посетители нашего канала. Сегодня мы вам расскажем о замечательном казахском обряде. Вероятно, этим мы никого не удивим. Эти традиции, обычаи казахского народа связаны с рождением и первым годом жизни ребенка, знает все и каждый. Этот ритуал дошел до нас с древних времен и занимает важное значение в казахской семье. Национальная традиция это называется баланың қырқынан шығару, 40 дней ребенку со дня рождения. На сегодня традиция, дошедшая нам из глубокой древности, не осталась в прошлом и не утратила своей ценности и значимости. Молодые семьи продолжают отмечать этот радостный обычай. Что же из себя представляет ритуал, когда ребенку исполняется 40 дней? Хотя эти проводимые обряды 40 дней ребенку со дня рождения есть и в других религиях. Этот особенный период не просто так проводится на 40-й день, ведь это время созревания ребенка духовно и физически. То есть происходит трансформация человека. Поэтому казахи на 40-й день проводят обряд ритуала. Ведь ребенок уже прошел адаптацию, он стал крепким и готов влиться в жизнь бытия. До 40 дней обычно старается новорожденный вместе с мамой не выходить из дому, чтобы не показываться на людях, так как могут сглазить и нанести порчу маме и ребенку. По срокам 40 дней дата проведения может изменяться. Чтобы новорожденный мальчик отличался силой и смелостью, 40 дней ребенку отмечают на 39-й день. Над девочками такие обрядовые действия проводятся на 41-й день. Считается, что тогда она будет прилежной и покладистой. Как проводится церемония қырқынан шығару? В основном в данном ритуале участие принимают одни женщины. Обычно это мать ребенка, крестная мама, опашка, татешка и другая близкая родня. Сущность обряда – омовение ребенка по определенным правилам. Весь обряд состоит в том, чтобы искупать малыша в ложке воды. Для начала необходимо подготовить воду, обычно до определенной температуры. Затем на дно чаши кладут монетки, это 20, 50, 100 тенге. На усмотрение можно только 100 тенге. Ведь монета это символ достатка. Бывает кладут и серебряные украшения, ведь серебро это символ чистоты и защита от нечисти. Предварительно их ошпаривают кипятком для дизобработки. После в чашу наливают 40 ложек воды. Каждая женщина по очереди берет ложку, зачерпывает подготовленную воду и переливает чашу с монетами. При этом они высказывают добрые слова, пожелания и наставления младенцу. Уже доказано, что вода имеет информационное поле, свою память. Она заряжает воду позитивной энергией и наполняет ребенка силами и привлекает к нему только лучшее в жизни. После этого воду из чаши наливают в ванну и там купают ребенка. После младенцу стригут ногти и волосы. Чаще это делают мудрые, почитаемые татешки или опашки, с которых можно брать пример. Состриженные волосы зашивают в маленький кусочек полотна и пришивают его к одежде или кладут на полку с вещами. А ноготки можно сжечь, хотя раньше их закапывали, в то место не должна ступать нога человека. После купания ребенка в воду выливать нежелательно. Она обладает целительными свойствами. Если малыш чем-то обеспокоен или все время спит плохо, то можно протереть его этой водой. По завершению ритуала омывания ребенка начинается обряд одаривания гостей. Монеты и украшения раздают женщинам, участвовавшим в этом мероприятии. Крестной маме малыша вручают ценный подарок. Обычно любят дарить золото или серебро. Ну а крестная мама тоже дарит для малыша и его мамы достойный подарок. А также преподносят хоржин для гостей. Обычно его готовят родители малыша. Это могут быть и крестная мама, или близкая родня, татешка или опашка. Ну и по завершению, само собой, дальше идет празднование за казахским щедрым дастарханом. Мы надеемся, что это видео было вам полезным. Не забудьте поделиться этим видео с другими. И нажмите на нравится или подписаться, чтобы оставаться с нами.